Приветствую, смотрите, подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 6 апреля, на четверг. Смотрим с вами все знаки зодиака по очереди от овнов и до рыбок. Я смотрю по 6 знаков в двух частях. Смотрю на колоде пасьянс. Овны у нас, как всегда, первые. Овны, 6 апреля, четверг. События дня. Так, смотрим, что вас ждет в четверг. Тайное свидание. Так, сейчас, секундочку. Камешки забыла достать. Тайное свидание. Приглашение. Возможно, как раз приглашение на это свидание. Ключ. Ключ показывает, что все в ваших руках в этот день. Все будет так, как вы задумаете, запланируете, захотите. Расческа, неприятность. Опять же, да, благодаря тому, что есть ключ, есть вероятность того, что вам удастся избежать неприятности. Угу. Смотрите, конфликт. То есть какая неприятность? Ссора с кем-то, выяснение отношений. Может быть, кстати, это знаете как? Это может быть связано с той тайной встречей. Еще может быть. Подсвечник нельзя. Глубокая печаль, колодец. Так, колодец. И здесь нет. Значит, смотрите, получается, у вас может быть тайная встреча, или еще может быть тайная встреча от вас у кого-то из близкого окружения. Да? То есть, возможно, кто-то в тайне от вас с кем-то будет встречаться. Приглашение, ключ. Ключ помогает открыть, да, все закрытые двери, соответственно, помогает узнать о вот этой тайной встрече. Дальше неприятность, конфликт и печаль. Да, то есть, ну, вот это очевидно, это будет одна какая-то ситуация. Да, то есть неприятность — это конфликт, а конфликт приведет к печали, к расстройству. Поэтому вот такие события. Да, понимаю, что не самые приятные, но как есть. Да, то есть, возможно, удастся конфликта избежать. Тем более не забываем, да, полнолуние, поэтому сейчас конфликты это могут быть сплошь и рядом в эти дни. Так, хорошо, смотрим дальше. Тельцы. Тельцы. 6 апреля. Четверг. События дня для тельцов. Замочек. Откроется какая-то тайна. Подарок. Возможно, тайна о том, что вам кто-то, да, вот готовил сюрприз-подарок. Пустые разговоры. Тайное свидание. Змея.
Ключ нельзя. Ожидание. Так, и проверяем с вами горизонтали, вертикали. Не вижу. Получается, у вас откроется какая-то тайна, секрет, вы получите подарочек в этот день, могут быть пустые разговоры, тайная встреча, ожидание и общение со змеей. Да, то есть это человек, от которого, конечно, стоит ожидать какой-то подлости, да, то есть неприятных слов. Ну, то есть лучше избегать общения со змеей. Иногда, конечно, проигрывается как по году рождения змея человек, да, то есть ничего плохого не несет. И еще как медицинский работник тоже вот может быть. Поэтому я стараюсь вам называть все значения, а вы уже для себя поймете, как у вас может проиграться. Так, хорошо, смотрим дальше. Близнецы. Близнецы. Покажите мне события 6 апреля для близнецов. Что у них будет? Смотрите, метла, ссора или наведение порядков. Тоже еще одно значение, которое иногда проигрывается. Пустые разговоры. Ну, может быть, конечно, да, в каком-то разговоре будет недопонимание. Гости. Да, вот видите. За чашечкой чая может быть небольшая ссора. Но это не конфликт, да, то есть это не два меча. Поэтому тут как бы ничего серьезного. Победа. Достижение какого-то результата в этот день. Ключик. Все в ваших руках. Ну и, конечно же, открытые двери. Да, то есть ключ всегда показывает открытые двери перед нами. Деловой разговор. Корабль нельзя. Любовь. Может быть, найдете ключик, да, то есть подход к сердцу любимого человека. Можете познакомиться, ключевой день, да, знакомства, если у вас нет любимого человека. Так, замочек тайный откроется, да, опять же, да, то есть есть ключ, ключ открывает все замки, соответственно, все, что было спрятано, выходит наружу. Ну, иногда не самое приятное, я вам скажу. Так, и цепь нельзя. Получается у вас в этот день общение, гости, небольшая ссора, победа, возможности, открытые двери, деловой разговор, все хорошо в личной жизни или ее появление и замок, открытие тайн, секретов. Вот такие события у вас. Благодарю за внимание. Перехожу я к ракам. Раки. 6 апреля. Четверг. События дня для раков.
Подарок. Обман. Маска. Верность. Смотрите, верность вообще показывает обычно, да, любимую пару, какие-то гармоничные отношения в паре, но так как ложится рядом обман, да, то вполне может быть так, что любимый человек, да, тот, с кем вы находитесь в паре, может обмануть, потому что рядышком часто они вместе проигрываются. Скажет какую-то вам неправду. Ссора, да, то есть, возможно, вы узнаете и поссоритесь. Это будет повод для ссоры. Победа. Якорь, остановка. Остановка или стабилизация еще, да, то есть якорь это когда становится стабильно, возможно, да, вот, допустим, помиритесь. Приглашение, дерево. Так, смотрим, что тут по периметру. Я ничего не вижу. Получается у вас в этот день подарок, приглашение, да, то есть, скорее всего, может быть, вы кому-то подарок покупаете, идете на какое-то мероприятие. Дальше гармоничные отношения в паре, да, либо пару просто показывает вашу в паре, может быть обман, ссора. Также будет какая-то победа, но это больше связано с, ну, социумом, с работой, там, с бизнесом. И якорь – это остановка, фиксация, стабилизация. То есть либо вы где-то надолго бросите якорь, вторая половина дня, да, то есть, возможно, вот на этом мероприятии, либо якорь здесь просто показывает, что отношения стабилизируются после ссоры. То есть и так может быть. Вот такая информация для вас, раки. Благодарю за внимание. Перехожу к львам. Львушки. Шестое апреля. События дня для львов. Подарок. Выбор. Два варианта, и между ними сомнения. Возможно, вы будете выбирать подарок кому-то, да, то есть и выбор показывает. Или вообще выбор дарить, не дарить. Конверт. Конверт – это получение. То есть вы можете получить какую-то новость, можете получить сообщение, смс-ку, письмо можете получить. Может быть, получить даже подарок в виде конверта. И выбор брать, не брать, да, как вариант. Угу. Свидание.
надежда, подсвечник. Подсвечник еще может показывать романтику, да, то есть если мы берем со свиданием вместе, то это может быть просто романтическая обстановка. Так, а здесь нет. Значит, смотрим, у вас получается подарочек в этот день, получение какой-то информации, выбор, свидание и такая приятная атмосфера. Это может быть приятная встреча. Еще если не свидание, если вам не с кем на свидание пойти, то это может быть просто приятная встреча. Так тоже может проиграться. Благодарю за внимание, Львы. Перехожу к девам. Деву, 6 апреля, четверг. События дня. Змея. Неприятный человек. Мешок с деньгами. Общение с каким-то представителем закона, власти. Любовь. Так, теперь я проверяю горизонталь, вертикаль. Смотрим, что у нас здесь. Есть еще якорь. Якорь — это остановка. Подсвечник, надежда. Угу. Смотрите, надежда на то, что какой-то нерешенный вопрос. Да, вот хочется, чтобы он решился, но я боюсь, что он у вас не решится в этот день, потому что ножницы, видите, не выпали. Буквально вот одного шага не хватает для решения этого вопроса. Но надежда у вас, конечно, есть. Может быть, вы даже будете общаться с каким-то влиятельным человеком, да, то есть по этому вопросу. Но показывает, что не решится он в этот день. Шарики нельзя. Здесь нет. Получается, у вас с утра может быть общение со змеей, да, то есть встретите какого-то такого неприятного человека, который попытается ужалить, сказать что-то неприятное, да, то есть напакостить, поэтому вот к этому надо быть готовым. Дальше по якорю остановка, фиксация. Возможно, вы где-то проведете много времени в одном месте. Дальше деньги. Ну, здесь могут деньги как приходить, так и траты могут быть. То есть тут мешочек по-разному себя ведет. Все хорошо будет в личной жизни. Будет общение с каким-то влиятельным человеком. И также есть еще надежда на решение нерешенного вопроса. Но он не решится в этот день. Да, если бы ножнички выпали, тогда я бы сказала да. А так нет. Ну, вот такая вот информация для вас, девы, на четверг. Благодарю за внимание. Дальше перехожу к весам. Знаки от весов и до рыбок у меня будут во второй части видео. Ссылочку я всегда оставляю для вас внизу под видео в описании. Переходите, да, нажимайте и встретимся во второй части.